прессе наконец появились подробности уже принятого Нижней палатой таджикского парламента резонансного закона о лидере нации Эмомали Рахмоне. Закон, который напрямую противоречит действующей Конституции, был принят парламентом не только без всенародного референдума, но даже и без общественного обсуждения. Текст закона не опубликован до сих пор, но даже то, что уже известно, вызывает множество вопросов. Так, например, оказалось, что лидер нации – это не почетное звание, как, например, Елбасы у Назарбаева, а пожизненная должность. Несмотря на обретение статуса пешво миллат, то есть лидера нации, Эмомали Рахмон теряет в 2020 году возможность быть переизбранным на очередных выборах. Он и так уже исполняет 4-й президентский срок, что противоречит Конституции. Однако просто Рахмон с политической сцены на пенсию не уйдет. Согласно новому закону, он после того, как оставит пост главы Таджикистана, в статусе лидера нации будет иметь право рекомендовать те или иные решения государственным структурам, и их исполнение станет обязательным для всех. Кроме того, все важные политические, внутренние и зарубежные проблемы будут решаться по согласованию с ним. Таким образом, Эмомали Рахмон заранее серьезно ограничивает власть будущего президента, своего преемника. Многие эксперты в качестве уже давно выбранного Рахмоном преемника называют его сына Рустама Эмомали, который в 26 лет стал генерал-майором, затем возглавлял таможенную службу, а теперь антикоррупционное агентство. Раньше преемником назывался другой родственник, брат жены Хасан Садулаев. Значит ли новое право Рахмона на пенсии ограничивать власть президента его боязнь собственных родственников, то есть преемников? Мнение эксперта. Рахмонова до этого называли учитель учителей, пророк, тень Бога, тень Аллаха. А теперь официально ему дали звание пешвой миллат. В русском переводе лидер нации полностью не означает смысл этого слова. А по-таджикски это означает что-то святое, ближе к Богу и пророку. Но я думаю, что за этим законом стоят три такие тенденции. Первое. Таджикистан на самом деле беременна революцией. Сегодня или завтра. Я уверен, что в Таджикистане происходит что-то очень страшное. И очень трудно пересказать, что это будет бунт, это будет революция или это будет новый таджикский Майдан. Я это не знаю. Поэтому Рахмонов хочет как-то этим законом для себя иметь такой запасной аэродром, такой парашют, в случае чего он может себя спасти. С другой стороны, по сценарию семьи Рахмонова в 2020 году, когда закончится президентский срок Эмомали Рахмонова, он готовил преемником своего сына, 27-летнего генерала Рустама Рахмонова. Но они убедились, что Рустам еще не совсем готов стать президентом. Поэтому Рахмонов, я уверен, что в следующий раз под каким-нибудь предлогом будет выдвигать свою кандидатуру. Также Эмомали Рахмону после выхода на пенсию должны предоставить административное здание в центре Душанбе и рабочую резиденцию на малой родине в Донгаре. Он сам и его семья получают полную неприкосновенность. Их будет невозможно привлечь к уголовной ответственности, возбуждать против них уголовные дела или налоговые проверки. В этом таджикский закон тоже отличается от казахстанского. У Елбасы тоже есть неприкосновенность личная и семейная, но только тех членов семьи, что живут непосредственно с ним в одном доме. Таджикский закон говорит о полной неприкосновенности всех отпрысков Эмомали Рахмона и его многочисленной семьи. Кстати говоря, кто будет входить в семейный круг, законом не определено и может трактоваться насколько угодно широко. Кроме того, страна обеспечивает создание фонда имени Рахмона, архива имени Рахмона, музея имени Рахмона и библиотеки имени его же. Еще одна особенность закона – пенсия пешво миллата составит 80% от получаемой сейчас зарплаты президента. И это на фоне того, что средняя пенсия в Таджикистане не превышает даже $100, ну по меньшей мере нескромно. Очевидно, что этот закон противоречит Конституции, в которой не предусмотрена должность выше президента. Как будет обойдена эта заковыка и подпишет ли Рахмон закон о самом себе, размышлял известный правовед и эксперт из Таджикистана Шокир Хакимов.
во-первых, никакой надобности в принятии данного закона не было, поскольку в этом законе отражены элементы одноименного закона, принятого в Казахстане, и некоторые нормы восприняты из Конституции Ирана и так далее. Поэтому по существу гарантия, статус и в том числе безопасность президента после его завершения и механизмы его участия в управлении страной четко предусмотрено Конституцией и иными законодательствами. Поэтому стратегия заключается в том, чтобы создать дополнительную правовую основу для обеспечения действующего президента с тем, чтобы он пожизненно руководил страной. Теперь у Таджикистана почти уже есть собственный лидер таджикской нации, основоположник мира и согласия, непререкаемый авторитет, усмиритель гражданской войны и устроитель светлого будущего. Но это все эпитеты, применяющиеся внутри республики. А знает ли Эмомали Рахмона за пределами Таджикистана? Мы провели опрос россиян и спросили, известен ли им такой исторический и политический деятель. Скажите, вы слышали, кто такой Эмомали Рахмон? Нет, понятия не имею. Это, подождите, это где-то то ли в Киргизии, то ли в Казахстане, нет, не в Казахстане, но где-то там. Узбекский или таджикский президент, по-моему, да? Узбекистан. Ну как, этот самый президент нашей Среднеазиатской республики. А какой именно? Эмомали Рахмон, Таджикистан.